«Ты не одинок». Волонтерская программа под таким говорящим названием действует с 2015 года. Ее инициировал благотворительный фонд «Тешим». Здесь помогают пожилым людям, которые оказались без поддержки родных. Сейчас в списке тех, кому необходимо внимание, 22 человека. Каждый из вас может посодействовать, купить лекарства, передать продукты. Надо лишь обратиться в фонд. Жаридат Халухоева расскажет. По официальным данным, в нашем регионе более 3000 одиноких стариков. Если сравнивать в масштабах страны, то понятно, что у нас, конечно, в этом вопросе дела обстоят получше, чем в средней полосе. В Ингушетии нет домов престарелых, нет практики оставлять родителей в старости. Чаще всего одинокие бабушки и дедушки в нашем регионе – это те, кто никогда детей не имел, или те, кто потерял родных по трагическим причинам. Протянуть руку помощи, поддержать или просто скрасить будни таких пожилых людей стараются добровольцы. Порадовать вниманием активисты фонда «Тешим» собрались и сегодня. Их путь в очередной раз лежит в Карабулак. 69-летней Айшат Албагачиевой. Потеряв единственного сына еще 14 лет назад, она все еще привыкает жить одна. Эти родственники, никого из родственников не осталось. Из родственников, то у нас родного дяди у меня не было, дядя Ханвастхай. Но ты по нахам бы тейпан барыш. Ну, все сами еле перебиваются. Редко благодаряшно. Одиночество как делится бабушка, ее скрашивают соседи. Они всегда помогают, убираются в доме или готовят. Такие встречи с волонтерами также стали причиной их доброжелательного отношения. Именно по их заявке Айшет вписали в списки фонда. Хамду двейт суалыш. Каскас хочу буах, ханс благодаря сум злал хойгу духа дух порядок поддерживать порядок я учу, порядок и есть. За свой век Айшет повидала много. Оставшись одна, бабушка своими руками построила вот эту комнатушку. Сама ставила балки и возводила стены. Материалом послужили доски и 3 слоя картона. Такой своеобразный утеплитель, которым облицован потолок комнаты. Делать полноценно дом Айшет не позволяют ни здоровье, ни финансы. Единственная проблема, столбы-то эти я поставила. Деревянные столбы в земле стоят. Рано или поздно они должны сгнить. Так, мухбалы, мухлушка. Зам мухбали, их сразу кирли. Жбага, жда, доктор худбади, я то открыты, леги, думаю, живой, если останусь, у соседей хоть у кого-то можно будет перекантоваться, или их то атак мухтан бельгю хочу. На сегодняшний день доход бабушки составляет всего 6 тысяч в месяц. И это только половина от ее заслуженной пенсии. Несколько лет назад ее сделали поручителем сразу 4 кредитов, совсем незнакомых ей людей. Разбирательство по этому поводу еще ведется. А это время и деньги, которые, впрочем, она могла бы потратить не на покрытие чужого займа, а на лекарства от диабета, полученного в результате пережитого инфаркта. Эти переживания, которые Айшат хранила все эти годы, впервые звучат в этом одиноком доме не для нее самой. Хоть и ненадолго, но растворяются в чашке горячего чая в компании активистов. Но, как вы видите, на этом примере у них нет даже элементарных условий проживания. Но, тем не менее, они не жалуются, им нужно просто внимание, посидеть, поговорить. Для них важнее намного, чем те же продукты или другие какие-нибудь вещи. Программу «Ты не одинок» в фонде запустили еще в 2015 году. Тогда в списке подопечных фонда было всего 7 старушек. Волонтеры помогали им по хозяйству, привозили продукты и по возможности передавали бытовую технику и пожертвованную мебель. Сегодня в этом списке 55 человек. Добровольцы, как социальные работники, навещают своих подопечных хотя бы раз в неделю и знают обо всех их чаяниях. Помогаем бабушкам с лекарствами, также медицинская помощь, если они нуждаются, то есть поехать с ними в больницу, проконтролировать процесс. И сейчас мы еще хотим ввести юридическую помощь, так как мы видим, что бабушку обманули люди, и она не получала пенсию долгое время. И мы хотели также попросить жителей нашей республики не оставаться равнодушными. Проект «Ты не одинок» – это способ, если не решить проблему всех одиноких стариков республики, то хотя бы заявить о ней. Волонтеры надеются, что, взяв с них пример, кто-то обратит внимание на свою одинокую соседку, поможет ей с отоплением или купит нужные таблетки. Ну а тем, кто готов стать участником проекта «Ты не одинок», нужно просто обратиться в фонд «Тешим». Жаридат Халухоева, Магомед Дидигов, Новости 24.